Единый государственный экзамен, сокращенный ЕГЭ, с 2009 года является основной формой выпускного экзамена в школе и основной формой вступительного экзамена в вузы. Применительно к иностранным языкам, ЕГЭ является итоговой формой контроля иноязычной коммуникативной компетенции. Иными словами, целью ЕГЭ является определение уровня коммуникативной компетенции выпускников средних школ. Проще говоря, ЕГЭ проверяет не то, что экзаменуемый знает о языке, но насколько он владеет иностранным языком. В настоящее время единый государственный экзамен по иностранному языку является экзаменом по выбору. Но в ближайшей перспективе, а именно в 2022 году, иностранный язык станет четвертым обязательным предметом для аттестации всех выпускников средних школ, наряду с такими предметами, как русский язык, математика и история. При проведении ЕГЭ используются контрольно-измерительные материалы. Контрольно-измерительные материалы – это комплексы заданий, стандартизированной формы и специальные бланки ответов на задания. Для чего нужны результаты ЕГЭ? Результаты ЕГЭ нужны для поступления в вузы. Если мы будем говорить о Северо-Восточном федеральном университете, то результаты ЕГЭ важны для поступления на обучение по всем направлениям подготовки Института зарубежной филологии и регионоведения, а также по направлениям подготовки филология и педагогическое образование филологического факультета. Минимальный проходной балл, необходимый для поступления в вузы, составляет 36 тестовых баллов. Максимальный балл – 100 баллов. Структура ЕГЭ по иностранным языкам состоит из двух частей. Первая часть – это письменная часть, вторая часть – это устная часть. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что письменная часть и устная часть, они сдаются в разные дни. В 2018 году ЕГЭ по иностранным языкам будет проходить в два этапа. Первый этап – это досрочный этап. Досрочный этап ЕГЭ по иностранным языкам будет проводиться в марте этого года. 28 марта учащиеся сдают устную часть ЕГЭ, а 2 апреля они сдают письменную часть ЕГЭ. Резервными днями являются 2 и 6 апреля. Основной этап будет проводиться в июне. 9 и 13 июня учащиеся будут сдавать устную часть ЕГЭ, а 18 июня письменную часть ЕГЭ. Резервными днями являются 27 и 29 июня. Отличительной особенностью ЕГЭ по иностранным языкам, в отличие от других предметов, заключается в том, что задания имеют уровневый характер, начиная от базового уровня до высокого уровня. В ЕГЭ по иностранным языкам различают 3 уровня сложности задания. Уровень сложности задания определяется сложностью языкового материала, проверяемых умений, а также типом задания. Выделяются 3 уровня сложности. Это базовый, повышенный и высокий уровни сложности. Данные уровни базовый, повышенный и высокий уровни соотносятся с уровнем владения иностранными языками, определенными Советом Европы, следующим образом. Базовый уровень сложности соотносится с уровнем А2, повышенный уровень сложности соотносится с уровнем Б1, высокий уровень сложности соотносится с уровнем Б2. Письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам состоит из 4 разделов. Первый раздел – это аудирование. Как мы знаем, аудирование – это восприятие речи на слух. В аудировании проверяются умение понимать основное содержание прослушанного текста, умение понимать запрашиваемую информацию в прослушанном тексте, а также детально, полно понимать прослушанный текст. Раздел аудирования состоит из 9 тестовых заданий. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. Второе задание письменной части – это чтение. Чтение, так же как и аудирование, состоит из 9 тестовых заданий. Рекомендуемое время выполнения данного задания составляет 30 минут. Максимальный балл за раздел чтения составляет 20 баллов. Третьим разделом письменной части является
грамматика и лексика. Раздел грамматика и лексика состоит из 20 заданий. За каждый правильный ответ ставится 1 балл, и максимальный балл составляет 20 баллов. Четвертый раздел письменной части, и, безусловно, самый сложный из них – это письмо. Письмо состоит из 2 заданий – базового и высокого уровня. Рекомендуемое время выполнения задания – это 80 минут. На базовом уровне от учащихся требуется написание personal letter, то есть личного письма на основе письма-стимула своему другу по переписке. На высоком уровне требуется написание развернутого письменного высказывания с элементами рассуждения, мое мнение, opinion essay на определенную тему. Максимальный балл за данный раздел составляет 20 баллов. И за письменную часть учащиеся экзаменуемые получают максимум 80 баллов. Устная часть ЕГЭ сдается в компьютеризированной форме в отдельный день. В устной части проверяются произносительные навыки и речевые умения. Устная часть состоит из 4 заданий. Первое задание базового уровня – это reading aloud, чтение вслух фрагмента текста информационного или научно-популярного характера. Максимальный балл за это задание – 1 балл. Второе задание устной части – это условный диалог-расспрос. От учащихся требуется задать 5 прямых, грамматически правильно оформленных вопросов с опорой на вербальную ситуацию и фотографию. Максимальный балл составляет 5 баллов. Третье задание устной части – это photo description, описание картины. Учащимся предлагается 3 картины. Из них они должны выбрать одну картину и, используя план, описать картину на иностранном языке. Четвертое задание устной части – это compare and contrast two pictures. В данном задании проверяется умение создавать монологическое, тематическое высказывание с элементами сравнений и сопоставления с опорой на фотографию. Иными словами, от учащихся требуется не только описать картину на иностранном языке, но также найти сходство и различия между 2 фотографиями. У нас в республике учащиеся сдают ЕГЭ по иностранным языкам по 3 иностранным языкам. Это французский, английский и немецкий языки. А в целом по России учащиеся сдают по 4 иностранным языкам, к вышеперечисленным языкам добавляется испанский язык. А в целом, если мы будем говорить про Россию, то в 2017 году средний балл ЕГЭ по иностранным языкам составил 70,1 балл. У нас в республике средний балл составил 61,4 балла. Анализ работ учащихся ЕГЭ по иностранным языкам показал, что учащиеся затрудняются в написании opinion essay, то есть письменного развернутого высказывания «мое мнение» с элементами рассуждения. Как показал анализ работ учащихся, экзаменуемые наиболее успешно справляются с заданиями аудирования и чтения по всем 3 иностранным языкам, по английскому, французскому и немецкому языкам. В 2018 году не будет никаких изменений в структуре ЕГЭ по иностранным языкам, так же, как и в заданиях. Единственным исключением составляет то, что были внесены изменения в критериях оценивания письма, но данная информация более относится к экспертам, чем к самим экзаменуемым. Я работаю на кафедре иностранных языков по техническим и естественным специальностям, поэтому я преподаю английский язык для студентов неязыковых специальностей. Это медицинский институт, институт математики и информатики и автодорожный факультет. Уровень владения иностранным языком у студентов неязыковых факультетов является очень низким. То есть у большинства студентов очень низкий уровень владения иностранным языком. Если мы будем говорить по европейской шкале, то это получится уровень А2. Но есть и очень сильные студенты, но их, конечно, очень мало, у которых уровень владения иностранным языком будет уровень B1 и B2. Зачем нужен английский язык даже для студентов неязыковых факультетов? Во-первых, английский язык является языком международной науки,
так как студенты занимаются разными науками у нас в университете, то есть им знание иностранного языка, особенно английского языка, очень необходимо. Если студенты знают английский язык на очень хорошем уровне, то они имеют возможность участвовать в грантах, в обменных программах для обучения в зарубежных вузах. У нас в университете есть программа «Север Северу», который проходит у нас каждый год, и каждый год комиссия отбирает лучших студентов для обучения в арктических странах. При подготовке к устной части ЕГЭ мне бы хотелось обратить ваше пристальное внимание на задание номер 3 – Photo Description. Так как есть разные варианты этого задания. Есть вариант 2015 года и есть также вариант 2017 года. И формулировка задания в этих двух вариантах она разная. Если мы будем смотреть по пунктам задания номер 3, то первый пункт в 2015 году он звучал так: When you took the photo. Но в 2017 году он изменился, формулировка изменилась, поэтому звучит where and when the photo was taken. Обратите внимание на то, что в варианте 2015 года говорится о том, что это вы сделали сами фотографию, а в варианте 2017 года нет такой формулировки. То есть вообще, когда фотография и где, и самое главное, где она была сделана. Пункт 3 данного задания также имеет совсем другую формулировку в варианте 2017 года. Если в варианте 2015 года она звучит как «Why you took the photo?» «Почему ты сделал фотографию?», то в варианте 2017 года он звучит так «Why you keep this photo in your album?» «Почему вы храните эту фотографию в своем альбоме?». Экзаменуемым нужно правильно ответить на все эти вопросы для успешного выполнения задания. В конце лекции мне бы хотелось напомнить о том, что иностранный язык станет 4-м обязательным предметом для аттестации всех выпускников средних школ. Поэтому, уважаемые школьники и родители, изучайте иностранный язык, любой иностранный язык, будь то это английский язык, немецкий или французский язык, потому что современному человеку необходимо знание хотя бы одного иностранного языка, кроме своего родного языка.